Здравствуйте, ребята, садитесь, пожалуйста. Итак, мы начинаем урок русского языка и литературы. Сегодняшний урок, ребята, я хочу начать со стихотворения Валентины Басовой «Стакан молока». Пожалуйста, внимательно послушайте и подумайте, о чем это стихотворение. Мальчишка был голодный и без сил, давно не ел, кружилась голова. В дверь постучав, воды он попросил, но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь, она у человека лишь одна. Так и работал в клинике одной, ученым стал и доктором наук. К больным спешил в короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход, тут телефон призывно зазвонил. Больная у меня и ждет народ, мне помоги, хирург его просил. Сейчас приду, не брошу одного. И дверь открыв, больную увидал. Вдруг встрепенулось сердце у него, седая вся, но он ее узнал. Она, да как я мог забыть ту, что дала стакан мне молока? Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил, живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. Не расплачусь, подумала тогда. Но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка: вы не должны. За все спасибо вам. Оплачено стаканом молока. Ребята, о чем это стихотворение? Пожалуйста, ваши ответы. Пожалуйста. О доброте. О стакане молока. Еще? Пожалуйста, сидите, Когда-то женщина дала ему стакан молока, и он вылечил его спустя много лет бесплатно. Бесплатно, потому что Абайхан, добро возвращается. Спасибо большое, очень правильный ответ. И самые ключевые, ребята, здесь слова какие? Поверил он, есть в мире доброта. Давайте вместе скажем эти слова. Поверил он, есть в мире доброта. Совершенно верно. Молодцы. Хорошо. Так. Итак, запишите, пожалуйста, сегодняшнее число и тему нашего урока. Ведь молоко мы, ребята, называем по-другому. Это белое чудо природы. Записываем. Тему сегодняшнего урока, число, пожалуйста. Работаем. Работаем по страницам учебника 84-88. Записали? Замечательно. Итак, чему же мы сегодня научимся на уроке, ребята? Что мы будем делать? Что мы узнаем? Пожалуйста, кто хочет мне помочь? Аржан, На основе художественных текстов будете рассказывать о происхождении и полезных свойствах молочной продукции, о национальных напитках казахского народа. вы будете рассказывать. Так, пожалуйста. Дальше, пожалуйста, Азамат. Знаете, как обособляются уточняющие члены предложений, научитесь правильно использовать их в устной и письменной речи. Что значит, ребята, обособляется? О чем это говорится? Это что? Это знаки препинания, да? А именно, как ставятся запятые, если есть уточняющие члены предложения. Вот это нам нужно запомнить. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Дальше. Ребят, давайте вспомним. Вот мы сейчас говорили о том, что стакан молока помог этому мальчику восстановиться, да? В доброту он поверил, силы у него появились. Почему у него появились силы? Обратите, пожалуйста, внимание на эту инфографику и расскажите друг другу, пожалуйста, что же
молока. Пожалуйста, кто? Прошу, Аружан. В молоке содержится вещества, без которых жизнь человека невозможна. Кальций, калий и магний, 23 витамина, 20 аминокислот. Хорошо. Еще, пожалуйста, что же помогает нам дать каждый из этих элементов? Пожалуйста, Динас. Кальций необходим для поддержания костной системы и крепкости зубов. Так, хорошо, замечательно. Еще, ребята, еще, пожалуйста, да? Витамин D защита От видов рака. Это очень такая болезнь, которая сейчас во всем мире есть, да? Ужас, пожалуйста. Витамин В1 необходим при тяжелой физической и умственной работе. Он поддерживает работу сердца и нервной системы. Пожалуйста, и еще. Пожалуйста, Анна. Витамин А укрепляет зрение, от него зависит здоровье кожи. То есть только в одном стакане молока, ребята, посмотрите, сколько содержится разных полезных веществ и витаминов. Так, давайте посмотрим. Вот стакан полный здоровья. Давайте вместе перечислим, что же там содержится. Итак, вместе. Кальций, Витамин В2, фосфор, селен, калий. Все это вы, конечно, изучите на уроках химии и биологии тоже, ребята. А теперь скажите, пожалуйста, с этой стороны что показано? Это какое соотношение? Это проценты, да? Химический состав – проценты. Теперь смотрите, проценты. Химический состав обозначен чем? Цифрами. А как это называется? Какая это часть речи? Имена числительные, совершенно верно. Так, с этой стороны именами, существительными обозначаются все минеральные вещества и витамины, которые там содержатся. Совершенно верно, замечательно, молодцы. Хорошо. Дальше. Ребят, а теперь, пожалуйста, в своих тетрадях запишите все то, что у вас ассоциируется со словом молоко. Когда мы говорим слово молоко, какие слова нам еще вспоминаются? Пожалуйста, запишите. Так, работаем. Аида, пожалуйста, записываем. Олжан, все. Вспоминайте, когда вы пьете теплое, парное, вкусное, горячее, полезное молоко. Что сразу вам приходит на ум? Какие слова? Записывайте. Вам дается 1 минутка. Ассоциограмма. Вообще все то, что ассоциируется со словом молоко. Так, я смотрю, здесь уже написали, ребята. Так, много слов уже здесь пишут. Еще, пожалуйста, еще. Желательно, конечно, имена существительные, да? Так. Хорошо, ребят, минутка прошла. Ну, давайте будем говорить прям. Можно с места? Пожалуйста, Абрахам, с места можно говорить. Молоко. Кур, творог, масло, кефир, айран, кумыш. Ух ты, сколько много всего. Хорошо. Теперь, ребята, дополняйте, только не повторяйтесь. Еще какие слова, когда мы говорим слово молоко? Азамат, сидя. Коровы, дети, мама, малыш, йогурт, кефир. Так, замечательно. А почему мама мы здесь, ребят, слово вспоминаем? Почему самое первое слово у нас мама? Потому что когда человек появляется на свет, то мама вскармливает его грудным молоком. У Максима Горького есть замечательные слова. Все хорошее в человеке от лучей солнца и от молока матери. Посмотрите, ребят, сколько вы сейчас назвали замечательных слов. Есть слова, которые еще не назвали, ребята? Внимательно друг друга слушали. Пожалуйста. Кошка, кальций, сила. Так, сила. Кошка, да, потому что кошка любит молоко. Так, замечательно. Еще? Можно сидя говорить? Кумыс, да? Так, хорошо. Полезный лечебный напиток. Корова дает нам молоко. Помните даже, наверное, песенку, да? Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Хорошо, ребят, замечательно. Запомните эти слова. Теперь посмотрите. Слышали ли вы когда-нибудь такое понятие, как птичье молоко? Нет. Наверное, слышали. Бывают такие конфеты и бывает такой торт
под названием птичье молоко. А на самом деле существует птичье молоко? А тогда что же означает это выражение? Это вы узнаете, когда выполните упражнение первое на странице 84. Даю вам 2 минутки, пожалуйста, прочитайте, самостоятельно познакомьтесь с текстом. Пожалуйста. Познакомьтесь, пожалуйста, с текстом. Все понятно? Так, пожалуйста, может быть, кто-то хочет вслух прочитать? Начало, об этом, пожалуйста. Только громко. Нечто неслыханное, невозможное, предел мечтаний. Как известно, молоко бывает только у млекопитающих животных, а птицы вскармливают своих детенышей совсем другим способом. В древнегреческом сказании говорится о плодородии с острова Самос, на котором есть все, и даже птицы дают молоко. Но только его надо уметь добыть. Ну, это фантастическое, да? Дальше, пожалуйста, кто продолжит? Кто продолжит, пожалуйста? Кто еще у нас не работал сегодня? Так, пожалуйста, ну, Аружан уже говорила, по-моему, да? Ну, как? Кто еще? Пожалуйста, Савдат тоже говорил. Кто говорил? Выражение птичьему Громче. возможно, что является пределом мечтаний. Но только птичьего молока не хватает, говорит о человеке, у которого есть все. Что только можно пожелать птичьему молоку захотел, сказать, когда-либо Хорошо, хорошо, спасибо. Итак, когда мы говорим птичье молоко, что имеется в виду? Что имеется в виду? Вместе давайте скажем. Нечто неслыханное, невозможное, предел мечтаний. А что имеет в виду, когда говорят, ишь ты, птичьего молока захотел? Что имеет в виду? Назерки, пожалуйста. Что имеет в виду, когда говорят, птичьего молока захотел? Птичье молоко захотелось восклицает, когда кто-нибудь приходит явно невозможно. Явно невозможно. Замечательно. Садись, пожалуйста. Хорошо. Ребята, я надеюсь, что вы поняли, да, многое и узнали о свойствах молока и о птичьем молоке. Ну, давайте продолжим нашу работу. Итак, мы в самом начале говорили о том, что сегодня мы узнаем об обособленных членах предложения при уточняющих обстоятельствах. Давайте посмотрим. Правило. Запомни. Обособленные члены предложения могут уточнять, конкретизировать и пояснять другие члены предложения и отвечать на один и тот же вопрос. К уточняющему обособленному члену можно поставить дополнительный вопрос. Именно какой? Давайте вместе скажем. Где именно? Кто именно? И тому подобное. Дальше. Уточняться могут все члены предложения, и главные, и второстепенные. Замечательно. Сейчас, ребята, мы поработаем с вами по учебнику. Так, посмотрите, пожалуйста, упражнение 4 на странице 86. Открываем. Так. Итак, пожалуйста, что здесь нужно сделать? Прочитайте задание. Пожалуйста. Айдарбек, прочитай, пожалуйста, задание. Что нужно сделать? Спешите расставление пропущенных ответы и объясните их. Употреблении найдите уточняющие члены предложения, подчеркните их, опираясь на вашу помощь. Хорошо, замечательно. Так, пожалуйста, итак, давайте посмотрим, где же здесь будем ставить запятые. Первое предложение. Прошу, Азамат. Далеко почти на горизонте показался пароход. Как ты думаешь, где здесь уточняющий член предложения? Далеко. Разве? Почти на горизонте. Если мы уберем, что получится? Далеко показался пароход. Уточняющий член предложения выделяется со всех с двух сторон, чем запятыми. Второе предложение, пожалуйста. Кто? Еще? Прошу. Так, оставь, пожалуйста, второе предложение. Друг Друг придет нас на другом на дорогу. бежал
Выбежала белка, да? Угу. Пожалуйста, так, итак, впереди нас. Хорошо, ребята, замечательно. Ну что, давайте до конца выполните это упражнение. Сейчас даю вам время.